ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 10:00. Заседание Совета МОГУ Ухта 5-го созыва. Доклад начальника Ухтинского ОМВД об итогах деятельности. В сравнении с прошлым годом количество преступлений выросло на 14%. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. А вот структура преступности осталась прежней. В основном это преступления небольшой степени тяжести. Тяжких и особо тяжких стало больше на 10%. Несовершеннолетние в основном воруют. Причем чаще, чем в прошлом году. А вот количество угонов и грабежей уменьшилось. Возбуждено 2279 уголовных дел и 11303 дел об административном правонарушении. В целом же, оценивая результаты оперативно-служебной деятельности за год, можно отметить, что отделу МВД России по городу Ухте удалось удержать криминогенную ситуацию под контролем. Из 25 депутатов присутствует 17. На повестке 14 вопросов. Большинство из них принимают без заслушивания. Но один из предложенных на голосование вызывает резонанс. Исключить из функционала УЖКХ пассажирские перевозки и полностью передать организацию в ведомство администрации. По сути, необходимо привести в соответствие уже сложившуюся ситуацию. Но данное предложение стало камнем преткновения как минимум для 4 депутатов. ЖКХ убирает остановки, содержит дороги, следит, вернее, за содержанием дорог и так далее. Были много нареканий, что автобусы и остановки были в безобразном состоянии, что несло и угрозу жизни нашим жителям. Вот. И поэтому был вопрос задан не о том, что переносится или не переносится куда администрация, а куда будет перенесено, под какой отдел, кто будет руководить и как будет организовано. Александр Головин предложил коллегам отнестись ответственно к голосованию. В результате 13 голосов «за», 4 «против». Пассажирские перевозки переходят в ведомство транспортного отдела администрации. Органам местного самоуправления предстоит лишь упорядочить инфраструктуру. Следующее заседание запланировано на конец апреля.